Сегодня я рассказываю вам о событии, которое стало ярким культурным мостом между Казахстаном и Россией. На Красной площади в Москве прошел 17-й международный военный музыкальный фестиваль «Спасская башня-2025». Атмосфера была по-настоящему торжественной. Огни, исторические стены Кремля и тысячи зрителей, собравшихся со всего мира. Одним из самых запоминающихся моментов стало выступление творческого коллектива Вооруженных сил Казахстана под руководством подполковника Алмаса Ибрагимова. Военный оркестр показал музыкальное дефиле. Шаги солдат звучали в такт музыке. Все выглядело настолько слаженно, что зрители не отрывали глаз. Особое внимание вызвало попурри из произведений Нургисы Тлендиева «Туган ель», «Саржайлау» и «Уз елем». Эти мелодии словно оживили дыхание казахской степи и зазвучали прямо в сердце Москвы. Толпа замерла, а затем взорвалась аплодисментами. Музыка оказалась ближе не только казахам, но и российской публике. Она тронула сердца людей, напомнив, что искусство не знает границ. Кульминацией стало выступление юной Жасмины Тузеловой, воспитанницы студии «Жас Сарбаз». Она исполнила песню «Алия», посвященную легендарной казахской героине Великой Отечественной войны Алие Мулдагуловой. Зрители встретили ее стоя. Это был момент памяти, уважения и благодарности. Фестиваль еще раз доказал: музыка, история и культура способны объединять людей, независимо от национальности и границ. Казахстанское выступление стало символом дружбы и гордости за свою страну.